Донорство – дело благородное и нужное. Я с этим, кстати, полностью согласна, но сама бы не решилась. Почему? Потому что я слышала, что если регулярно сдавать кровь, ты к этому привыкаешь. То есть потом хочется сдавать постоянно. Да, вокруг донорства масса мифов. И попробуем развенчать хоть некоторые из них. Миф номер 1. Сдавать кровь вредно для здоровья. Научно доказано, что периодическая потеря небольшого объема крови не оказывает негативного влияния на здоровье. Более того, она учит организм быстро восстанавливать эти запасы. Это может сыграть очень важную роль при травме или болезни. Еще благодаря донорству снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. При этом многие опасаются, что в процессе переливания крови есть опасность заразиться одной из инфекций, например, вирусом гепатита С или ВИЧ. Однако в наше время это невозможно. Во время забора крови врачи используют одноразовые инструменты и приспособления. Их распаковывают на ваших глазах и утилизируют после процедуры. Миф номер 2. Сдавать кровь больно и утомительно. Все неприятные ощущения во время процедуры связаны только с моментом введения иглы. После этого донор не испытывает никаких болезненных ощущений. Миф номер 3. Донорская кровь не очень-то нужна. В переливании крови нуждается очень много людей с тяжелыми травмами и ожогами во время хирургических операций и онкологических заболеваний, после осложненных родов. Каждый 10-й пациент, попадающий в больницу, нуждается в переливании крови. Человек, который всю жизнь сдает кровь, потенциально может спасти около 1000 жизней. Миф номер 4. Донором может быть любой. Это вовсе не так. В нашей стране донором нельзя стать в возрасте моложе 18 лет, с массой тела менее 50 килограмм или страдая определенными болезнями. Временные ограничения сдачи крови распространяются на беременных женщин и кормящих мам, женщин в период менструации, людей, переболевших ОРЗ или, к примеру, недавно сделавших татуировку.